Я постараюсь небольшую лекцию прочесть о том, как защитить собственные права или права другого человека, не отрываясь от компьютера, не выходя из дома. Вот, как при этом эффективно действовать, опираясь на собственный опыт, попробуем сейчас эти технологии услышать, увидеть. Это технологии известные, поэтому ничего нового я вам не скажу. Вот, единственное, с чего бы я хотел начать. Хотел бы я начать вот с чего. Очень многие сейчас задают вопрос: что делать-то? Все хреново. Что делать? Что делать? Значит, и у меня мое видение ситуации такое, что стремление к каким-то радикальным изменениям, к резким изменениям, это бегание по кругу. И основой для реальных изменений может стать лишь общественный контроль. Только общественный контроль. Что, знают, что я громко говорю, да? Значит, только общественный контроль. Говори еще громче, потому что вот там перекрикивают. Да я понимаю, я буду орать тогда. Вот. И в каком плане я считаю, что это вещь, которая реально может изменить ситуацию. Реально это может изменить ситуацию вот в каком плане. Если мы почувствуем, что контроля стало очень много, общественного контроля, то тогда это может послужить реально сигналом, который заставит очень многое менять. То есть реакция на конфликты, реакция на том, что конфликт замечен, о том, что мы не просто так, есть известная технология, как бы заметить проблему. Технология такая: я еду на машине по раздолбанной дороге. Как я реагирую на то, что она раздолбана? Да. Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать! Все, я проехал по дороге, все, я уехал. Да. Зашибись. Все, обратно еду. Твою мать, твою мать, твою мать. И все. Опять я проехал, ничего не изменилось. Я ни конфликт никуда не перенес. Никакой жалобы не написал, ничего не сделал. Я всем рассказываю историю про свою жену, которая, значит, у нас перекресток, может быть, кто-то знает, Сыктывкарева улица Коммунистическая и Сысоцкое шоссе. И там был двухфазный перекресток. И вот взяли и поставили там сейчас четырехфазный перекресток. 4 фазы светофор светит. Он пропускает машины в одну сторону, потом, Октябрьский проспект и Сысоцкое шоссе. Потом пропускает машины в другую сторону, потом одну колонну машин пропускает на поворот и прямо, да? А потом еще третий вариант, значит, пускает всех пешеходов. И вот там что-то напортачили гаишники, когда это делали, да, инженеры. И поставили вместо 17 секунд 7 секунд на переход, а там 4 полосы. Вы представляете, как люди пересекали этот перекресток? Как? Там такой бег был просто спринтерский. И самое интересное, что, понимаете, я когда здоровый мужик, я переходить могу быть 4 полосы за 7 секунд. Да что вы! Рванул, и все очень здорово. Но поймите, но ведь за мной может идти мой ребенок маленький. За мной может идти какая-нибудь бабушка, какая-нибудь старушка. Перекресток переходить, она не перейдет за 7 секунд. 17 может перейдет, а за 7 секунд не перейдет. А люди просто проходили. Вот как водитель на машине по разбитой дороге, мать, не проехал, и все. Здесь тоже люди прошли. Я прошел перекресток. Черт с ним, с этим перекрестком, я прошел его. И моя жена, когда переходила улицу, она возмутилась, тут же набрала ГАИ, в чем дело, почему не работает, что это такое, что это за 7 секунд, сколько это возможно. И приехала буквально там на следующий день машина, переделала все, 17 секунд поставили, все нормально, стал работать перекресток нормально. Я встречаю знакомого гаишника из руководства ГАИ Сыктывкара, говорю: о, как здорово! Польстить его решил. Ой, вы как здорово, мне жена позвонила, вы тут же... Он говорит: очень здорово, но только нюанс в следующем. Наш инженер ошибся. А вот догадайтесь, когда первый человек позвонил.
Вот через сколько времени человек первый позвонил? Месяц! Месяц люди пробегали! Месяц плевать было, что пойдет старушка, инвалид, что переходить будет ребенок. Месяц люди не сигналили, что есть проблема. Вот у меня есть одна убежденность очень серьезная, что у нас реально серьезные изменения начнут происходить, когда мы начнем очень быстро реагировать на любые общественно важные конфликты. Вы умрете! Да это невозможно! Да умрете, я вас уверяю! Слушайте, я вот лично реагирую, звоню, Вот это очень важный момент. Получается, что реагируют, как в этом случае, единицы. Единицы. И самая огромная масса людей не знают, что отреагировать можно, особо не напрягаясь. Можно, увидел, пришел домой, набрал, отослал, все. И если эти реакции будут массовыми, то ситуация будет меняться. Как-то каким-то неизвестным чертом меня занесло в Америку, в США. И я задал вопрос по поводу того, что там какой-то город, автобусы. Я говорю, а если автобусы будут опаздывать? Вот ваши автобусы ходят очень точно, а если автобусы будут опаздывать? И меня человек удивленно сказал, да вы что, их всех, все люди начнут звонить, требовать немедленно, что такое, почему автобусы опаздывают и тому подобное. У нас, если автобус опаздывает, что делают люди на остановке? Терпеливо ждут. И звонить будут единицы. Единицы. То есть вот этот массовый общественный контроль — это важная штука. И вот сейчас я, после того, как вам нарисовал конструкцию, что у нас есть одна серьезная проблема. Мы массово не занимаемся общественным контролем. Мы массово не реагируем, не долбим. У нас один человек шлет жалобы, а ему делают отписки. Вот понимаете, а мы все оглядываемся и говорим, что тебе больше всех надо, что ли? Что ты всех жалуешься? То есть у нас такой подход, мы не сплачиваемся во что-то единое, чтобы просигналить всей массы. Как это можно сделать? Сделать это можно элементарно. Дело в том, что сейчас даже письма не надо посылать. Увидели вы что-то, поймите, какое ведомство этим заведует. Зайдите на его сайт, вы там обязательно найдете возможность электронной жалобы. Да напишите вы эту жалобу. Элементарно. Вам придет отписка. Но один нюанс. На одну жалобу отписка, на 10 жалоб отписка, на 100 жалоб отписка, на 1000 жалоб отписка. Но это после 100, уже десятков и сотен жалоб, их отписки уже начинают быть немножко другими. Они начинают бояться. Почему? Массовые жалобы на одну и ту же проблему — это уже высокий интерес вышестоящих инстанций. Это уже совсем другой подход. Даже отбросим вам отписку, они начнут что-то делать, потому что они начинают понимать, что здесь есть высокий общественный интерес. В прокуратуре даже есть жесткая установка заниматься делами, которые имеют высокий общественный резонанс. А вы можете реально создать этот резонанс. Жалоба на тротуары, жалоба на дороги и тому подобное. Разберитесь, к какому ведомству это относится. Зайдите на их сайт, пошлите им жалобу. Не стесняйтесь этим пользоваться. Они обязаны вам отвечать. Та же самая технология. Если к вам обратился другой человек и говорит, мне плохо, вот у меня права мои нарушили и тому подобное. Ребята, элементарная вещь. У нас есть еще так называемые надзорные ведомства, типа прокуратуры. Очень простая вещь. Вы можете зайти на сайт прокуратуры и написать жалобу. Хоть в защиту себя, хоть в защиту другого. Вы не поверите? У меня несколько жалоб, когда я писал от имени другого человека, и он получал полноценные ответы. И я получал на электронку ответы для него, потому что он был бездомный. Потому что он не мог нигде получать. У него нет электронного ответа. Я для него получал эти самые ответы. То есть нюанс в том, что прокуратура отвечает. Если вы не можете разобраться, куда пожаловаться, пишите электронным образом в прокуратуру. И самое главное, они будут отвечать.
Да, имейте еще такую дурную привычку, как делать скриншоты того, что вы написали. Потому что иногда бывает так, что ваши письма электронные куда-то затерялись. Вот, поэтому делайте, я делаю все скриншоты, я написал, я отослал, но на сегодняшний момент у меня нет ни одной жалобы электронной, на которую вы мне не дали ответ. То ли в электронном виде, то ли в письменном, но этот ответ обязательно есть. Поэтому, значит, все-таки эти жалобы имеют эффект. Еще повторяю, если мы будем вместе одновременно жаловаться на несколько проблем, которые нас не устраивают, самые разные, может даже и не сплачиваясь, то это может привлечь очень большое внимание. Последнее событие, которое мне очень понравилось, где-то там в каком-то Волгограде несколько десятков, сотен жителей, сами соединившись или нет, стали активно жаловаться через электронную почту в прокуратуру на плохое качество дорог на их улице. Задолбали прокуратуру, прокуратура вынесла представление дорожной службе, чтобы они сделали дорогу. Не поверите, дорогу сделали! Представляете себе, люди задолбали, прокуратура отдрючила наших дорожников, ну в смысле этих дорожников. То есть реально, если нам это важно будет, не надо никуда ходить. Пришли, сели, написали, не надо особо умствовать, не надо много писать, искать какие-то законы. То-то, 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 прошу разобраться, все! Подпишитесь, не убудет от вас от этого. Кроме сайтов на надзорные органы, есть еще одна технология, которой вы можете воспользоваться. Это так называемые телефоны доверия. Если вы чем-то недовольны, найдите телефон доверия тех же самых надзорных органов. Кстати, надзорными органами является и полиция, в том числе по некоторым проблемам. Телефоны доверия чаще всего снабжены автоответчиком. И этот автоответчик требует записывания вашей жалобы. Там дается минута, не больше. Наговорите, скажите, ты гражданин такой-то, телефон у меня такой-то, значит, такое-то событие, я хотел бы вам пожаловаться. Все, еще повторяю, от вас не убудет. Они это внесут. Но если не внесут вкус и тому подобное, или не внесут, это уже вопрос другой. Но если жалоб будет несколько, если разные люди будут это посылать, это тоже может иметь эффект. Их тоже долбят, когда люди посылают несколько разных жалоб. Например, простейшая такая вещь. У вас во дворе там молодые люди устроили пьянку и тому подобное. Возьмите телефон, зайдите на сайт, найдите телефон доверия или найдите телефон участкового. Сейчас вывешивают телефоны участковых сотовые, они уже висят. Мы проверяли, эти телефоны участковых работают. Отзвонить. Работают, реально работают. Мы это проверяли. Друзья, у вас бухают, вы только жалуетесь. Если все жильцы начнут жаловаться, ситуация начнет меняться. Я опять же из ходовой позиции. Я такой же одиночка. Я такой же одиночка, который бьется, пытается... Но я убежден только в одном. Если мы будем это делать сообща, то ситуация начнет меняться, безусловно. Следующая технология электронная, довольно распространенная. Заведите свой блог на каком-нибудь ресурсе. 7 на 7. Например, 7/7. Заведите свой блог и пишите туда те события, которые вас возмутили. Не надо писать фамилии и тому подобное. Достаточно нескольких полунамеков, нескольких моментов, но описать и выставить это действие. Нюанс в следующем. Сейчас 7/7 серьезно отслеживает и МВД, и прокуратура, и тому подобное. Они ищут информацию, которая может резонансная произойти. Ситуация вот в чем. Эта история связана с довольно нехорошим делом. Почему сейчас отслеживают их серьезно СМИ? Дело в том, что где-то в 2005 году в Воркуте у нас убили правозащитницу, если, может быть, кто-то слышал. Такая была Жаровля. Она билась по поводу там нескольких бандитских структур, которые там брали с граждан деньги. Ее убили. И я тогда очень разозленный этим, написал в блог, а потом это увидели телевидение, ко мне обратились, потом еще к нескольким гражданам у нас, взяли интервью, и произошло интересное событие. МВД России узнала о убийстве Жаровля не из сообщения собственного МВД Республики Коми, а из СМИ. И тогда наши МВД выдрючили неимоверным образом и сказали, если мы хоть еще раз что-то узнаем не от вас, а из СМИ, то, извините, мы поменяем все руководство МВД.
И вот тогда все надзорные ведомства стали ставить, такой контроль за событиями, чтобы быстрее сообщать. То есть ваше выставление ситуации в блоге, а если 7.7 еще подсветит это, раз вы у них будете блог вести, это может тоже возыметь действие. Я не скажу, что это имеет 100% эффект, но эффект это может иметь. Ну и последняя технология, сейчас стала очень популярная, тоже рекомендую, а то тоже имеет. Если вас какая-то мучает проблема, создавайте некие сообщества в социальных сетях. Что за сообщество? Например, в Фейсбуке, например, ВКонтакте. Сообщество, которое занимается вот такой-то общественной проблемой. Ну, например, вам не нравится, что вырубают деревья там незаконно в городе. Вам не нравится, какие у нас тротуары. Вам не нравится, что у нас там, я не знаю, слишком много бездомных животных. Создается сообщество. Это сообщество начинает выкладывать и выкладывать новые кейсы, связанные с этим. То есть сама информационная подача через эти сообщества начинает быть активной. Чем больше вокруг вас людей, тем больше. Я приведу только один пример. У нас есть такое сообщество, называется Сыктывкар автобус. Может быть, кто-то слышал про него, да? Не слышали? Это сообщество, которое занимается тем, что оно следит, а правильно ли у нас автобусы ходят по городу Сыктывкару. Не нарушают ли они график? Не хамят ли? Вообще какие они сломаны, не сломаны? Так вот, нюанс в следующем. Ситуация стала меняться, когда вокруг этого сообщества объединились уже не десятки, а сотни и тысячи людей. Где-то здесь сидит человек, создавший это сообщество. Так вот, оно стало чуть ли не основным, это сообщество, которое стало считывать администрация города. Реально считывать и дрючить автобусные компании за то, что что-то не так у них происходит. Эта машина реально работала. Чем больше вы объединяете людей вокруг сообщества, тем более мощным и эффективным это становится. Ну вот, собственно говоря, все очень простые известные технологии я вам рассказал. Скажем так, не быть ленивым, не быть человеком, который перебежал улицу и махнул рукой, проехал по разбитой дороге, обматерил и плюнул. Быть человеком, который что-то ему не понравилось, тут же выложил в интернет. Что-то не понравилось, тут же написал жалобу. И сделать привычку. Одна жалоба в день. Одна жалоба в день. Друзья, вы не поверите, мир начнет меняться. Вопросы. Вопросы. Были ли дела, которые получали какой-то общественный большой резонанс из-за 7.7 и из других регионов Российской Федерации, не из-за Коми? Я думаю, что таких дел было достаточно много, которые 7.7 подсвечивала, и это надо лучше у команды 7.7 спросить, они могут рассказать о нескольких таких делах, которые были подсвечены из других регионов. Вот сидит представитель Мариэл. Да, вот марийские были дела, связанные... Просто каждую неделю бывают такие. Да, там грохоту было по многим. Я просто сейчас сходу не могу вытащить, но я помню, что были такие дела. У нас, наверное, по другим регионам вот та же самые наезды на историка Дмитриева в Карелии начались именно 7.7. Насколько я помню, 7.7 первый об этом написал. Пожалуйста, еще. Вот вы сказали то, что можно писать жалобы, например, если много бездомных животных. А если это пойдет так, что животных начнут не приучать, а вырубать просто, усыплять, отравлять? Поймите, есть одна серьезная проблема. Есть проблема начать решать проблему, и есть проблема, как ее решать. Если мы хотим, чтобы хоть проблему заметили, это одно важное действие, чтобы ее заметили наконец. Заметили бездомных на наших улицах, заметили, какие у нас тротуары и тому подобное. Давайте первый шаг пройдем, а потом будем заниматься как. Вот самое известное событие, которое сейчас происходит. По какому 7.7 сейчас резонанс запустила от моего блога. В Усинске водилы приручили маленького медвежонка на трассе. Похоже, браконьеры убили его мать, и медвежонок стал выходить к трассе пожрать. Его все стали кормить. И тут администрация города, как мне сообщили, сказала, приняла решение пристрелить этого медвежонка. Опасен, потом начнет на людей кидаться. Все, давайте пристрелим.
Это вопрос уже, как они собираются решать эту проблему. Я тогда возмутился о том, что, ребята, у нас что, другого способа цивилизованного нет? Вот решить эту проблему с медвежонком, что только один способ, пристрелить его, что ли? То есть как это решать? Это следующий ответственный шаг. Не думайте, что если вы напишете жалобу, что проблема тут же будет решаться цивилизованным способом. Ребят, они такие же, как и мы. Мы дикие, они дикие. И поэтому они будут решать, как могут. А наша задача уже возмущаться. Вот так не надо. Давайте вот так вот искать способы. Это более ответственный подход к делу. Игорь, я правильно понимаю? Проблема России – это наше равнодушие. Вот гласность – это единственное оружие, которое мы можем использовать против проблем каких-то, против возмущения каких-то социальных, экономических. Вот мы должны, грубо говоря, правильно, есть проблема, ее надо озвучить. Если ты не можешь ее озвучить, ты можешь на нее пожаловаться. Даже если будет отписка, ты же можешь, правильно, вот не по делу отписались, да? Ты можешь дальше пойти. Написать в прокуратуру, что ответ вообще не по существу. Соответственно, бороться за свои права. И чем больше нас будет, и чем лучше будет мы жить, правильно? Это коснется нас всех. Безусловно, с этого я начал разговор. Но вопрос неравнодушия сейчас меня интересует. Мы уже не стали равнодушными, я это заметил. Почему? А потому что водитель, который едет по дороге, он раньше молча ехал и молча про себя матерился. Сейчас он орет. Мать мою! То есть, понимаете, мы вышли из стадии неравнодушия, но пока не знаем, что нам делать, пока мы всех ненавидим. Вот мне бы хотелось, чтобы мы вырвались из этой ненависти. Вот всех ненавидеть. Найди, кто отвечает за эту дорогу. Увидел объявление, за эту дорогу отвечает кто-то. Все. Вот начни применять действие конструктивное. Письмо, обращение. Начни что-то делать. Не просто орать и говорить, что все хреново, а, извините меня, что-то делать. Так, нет. Вопрос еще следующий. Вот мы рассмотрели варианты, когда пишешь жалобу, тебе либо там отписку дают, ну, либо начинают решать проблему. Но вот как быть, например, когда в прямом эфире, в прямой линии с Путиным Джалалудинов вроде из Чечни пожаловался на состояние там, и на него началось давление силовиков. Как быть в такой ситуации, когда власть начинает, наоборот, на тебя реагировать, не решать проблему, а тебя как проблему устранять? Ну, эта проблема, скажем так, готовься к этому. У нас, слава богу, не Чечня, у нас более цивилизованно, у нас не тронут. Но вдруг могут вызвать в милицию и сказать, отдайте разъяснение, или в прокуратуру. И здесь я бы исходил из следующей позиции. Всегда при написании жалобы занимать позицию, а вот я вот тут вот видел, возмущен, пожалуйста, дайте оценку. То есть я ни на кого не наезжаю, я ни на кого не обвиняю, я просто возмутился, а разъясните мне, пожалуйста, отдайте. Нюанс в следующем. Если таких обращений будет много, то тогда начнет быть эффект. А если это возмущение будет одно, то я думаю, что эффекта будет очень мало. А у меня вопрос есть. Я писал огромное количество жалоб, может быть, даже больше всех или почти больше всех здесь. И вам тоже советую, пишите жалобы всегда и везде, но, скорее всего, никто из вас не напишет. И у меня, как Валентинович, вам следующий вопрос. Я съездил в Уктыл зимой, у них там бардак с дорогой. После этого собрался огромный чат вуктыльцев, там человек 80. Решительные, сейчас мы будем что-то делать, и никто из 80 человек не сделал вообще ничего. Я расписал им полностью технологию. Как вы достигнете всего? 80 человек, 80 рассерженных горожан не сделали ничего вообще. И я на этом моменте понял, что мой лимит жалоб, которые я могу написать за кого-то другого, он исчерпан вообще навсегда. Я теперь буду писать жалобы, только которые мне самому хочется. Я тоже раньше за других писал. Где вот ваш лимит? Вот за бездомного ладно вы написали. Можете ли вы еще писать за других или уже хватит? Спасибо. Я пишу... Не вредно ли писать вообще за других? Лучше пускай сами... Не вредно. Я все-таки выбираю те жертвы. Ну, например, последняя жертва, за которых я писал, это был человек безногий, слепой, который содержится в интернате, его там гнобят в интернате. Я выбираю все-таки жертвы реальные, которые вот страдальцы, вот которые, ну, скажем так, очень беззащитные и слабы. То есть все-таки на них ориентироваться. Если я вижу, что человек может это сам делать, я ему рекомендую что-то, а сам за него не делаю. Поэтому все-таки надо понимать, что за других людей счастливыми не сделать. Пусть они прилагают усилия. И скажу из следующей позиции. Тем не менее, помогать другим надо, подсказывать, куда написать, как написать.
это надо делать. Но если есть возможность, я понимаю, что человек, ну, совсем уже старушка, вот у меня есть одна подопечная старушка, которая, ну, вообще с интернетом никак не может. Вот, она упорно, я ей печатаю жалобу в милицию, приношу, даю, она упорно идет в милицию с этой жалобой и подает ее. Вот я ей никогда электронной жалобы не писал. Всегда. Почему? Я ей дам лучше, пусть она пройдется. И она некоторых вещей добилась. Вот именно своей таким упорством хождения. Это уже другой разговор. Это я уже как правозащитник действую, я уже другим помогаю. Я здесь прошу простого. Себе-то помогите! Да. Еще один вопрос. У меня не вопрос, у меня больше предложение. То, что вы здесь говорите, это очень неправильно, очень классно, но вы здесь говорите на маленькую аудиторию. Просто, насколько я знаю, у 7 на 7 большое количество посетителей. Мне Макс недавно рассказывал, что вы пробили какую-то планку. Я просто хочу привести пример. Вот есть сервис Росяма. Он очень простой, очень понятный, очень удобно пользоваться. У меня предложение. Вы, как СМИ, соберите информацию, выложите куда-нибудь там на отдельный сайт, на отдельную страницу. Потому что найти то ведомство, за которое отвечает, это нужно быть очень неленивым и обзвонить, ну, штук 10 номеров телефонов, они будут посылать. Вы можете проделать такую работу, сделать, условно, отдельный сайтик, будет информация кумулятивная, и люди будут пользоваться, я уверена в этом. У нас там лекция начинается, поэтому на 30 секунд я отвечу за Игоря. Настя мне звонит и говорит: слушай, я тут живу около реки, у меня какие-то говнюки тут, в общем, мусорят около реки, что мне делать? Я не знаю, куда мне звонить и писать. Что такое? В общем, проблема до сих пор жива, потому что Путину написала, все, а мусор у реки все до сих пор есть. Давайте скажем спасибо Игорю.